Добрый день, дорогие слушатели! Национальная библиотека Чувашской Республики тепло приветствует всех любителей и ценителей национальной музыки. Мы продолжаем цикл открытых лекций «Искусство сквозь призму истории». У меня в руках удивительный журнал. Международный научный журнал под названием «Этническая культура». Учредителем данного журнала является Чувашский государственный институт культуры и искусств и, конечно же, издательский дом «Среда». Миссия данного журнала – это предоставить возможность авторам ознакомиться со своими идеями широкий круг персоналов, ну а читателей быть в курсе актуальных вопросов сохранения, изучения, развития этнических культур в современном мире. В 2020 году в данном журнале была опубликована научная статья Алисы Агаковой о народной чувашской песне «Вещь-вещь кукук» «Лети, лети, кукушка». И тема сегодняшней лекции созвучна темой этой статьи. Тема сегодняшней лекции – чувашская народная песня «Вещь-вещь кукук, лети, лети, кукушка» как феномен музыкально-поэтического творчества народа. Лектор, доцент кафедры теории и истории искусств, музыкального образования и исполнительского искусства Чувашского государственного института культуры и искусств и заслуженная артистка Чувашской республики Алиса Леонидовна Агакова. Алиса Леонидовна, мы очень признательны вам и благодарны за ваши научные труды, за ваш научный подвиг, можно сказать, и, конечно же, за ваши прекрасные идеи. Вам слово. Спасибо, Вера Севастьяновна. Действительно, эта тема меня заинтересовала давно. Уже лет 10 назад вышли мои первые статьи. И сегодняшнюю лекцию я хотела бы еще раз посвятить этой песне, этой уникальной песне чувашского народа. Потому что, почему она является таким феноменом? Потому что доказано, что второй такой песни, которая привлекает композиторов разного жанра, уже второе столетие, такой песни нет, она единственная. Наш народ удивительно музыкален. Он действительно, у нас действительно столько красивых песен, интересных, своеобразных. То есть, и самое главное, эти песни, они наполнены внутренним, глубоким духовным миром, что присуще нашему народу. Наверное, поэтому они звучат, поэтому мы их любим. В каждом народе есть свои особенности, своя красота музыки. Но и наш народ также отличается какой-то удивительной этой мелодикой. И знаете, почему это происходит? Конечно, это зависит от народа, от самого народа, от его сущности. Ведь еще раз хочу сказать, что действительно наша история доказывает то, что у нас много таких песен, глубоких песен, красивых песен, но это опять же зависит от талантливости, от музыкальности и от внутреннего глубокого содержания песен.
и тех людей, которые создали эти песни. Как говорил профессор Никольский, чем они отличаются еще в XIX веке? Мягкостью, человечностью, каким-то сильным чувством. Песни очень разные. Они рассматривают окружающий мир, философски относятся к нему. И очень важно, что они относятся к природе как к одухотворенному существу. Издревле об этом писалось, об этом сочинялось. То есть они как бы вот верят в божественную силу музыки, что музыка может заворожить, может заколдовать и человека, и животных, и саму природу. Как писал Илюхин в своих исследованиях, песня делила с народом и горе, и радость. Люди радуются, и песня радуется. Люди печалятся, и песня грустит. И еще издревле у нас был такой обычай сочинять песни, сочинять музыку каждому событию в жизни. Будь ли это рождение ребенка, свадьба, проводы в армию, сбор урожая, сочинялись разные трудовые, бытовые песни. Это был такой обычай, наш древний обычай, то есть настолько вот эта вот история у нас длится уже не один век нашего народа. И вот одна из этих песен, ну вот есть более такие знаменитые песни, я, например, скажу, как в 2001 году профессор Геннадий Волков опубликовал эссе «Вижи Юра», 3 песни. Они были им выделены, эти 3 музыкальных символа. Это рекрутская уйварендже посреди поля. Действительно, эта песня тоже очень выразительна. Ее без слез слушать вообще невозможно, уйварендже. То есть там поется о том, что солдат же в армию в царское время забирали на 25 лет и прощались с солдатом, семья его прощалась, уйварендже. Вот. Очень такая трагическая песня, то есть на 25 лет. И обрядово-застольная посевная песня, как гимн землепашцу, Акасухиюри, и гостевая шуточная «Вещь куку». Вроде бы она и шуточная песня, но удивительно, что она, несмотря на свой так застольно-шуточные слова, выражает огромное количество эмоций. То есть там и грусть, там и трагизм, там и радость, там и светлые чувства. И вот этот образ песни в песне, он вроде бы возвышается, до драматизма возвышается. И вдруг песня и слова, и музыка начинают парить как бы с мечтой о свободе, о том, что чувашский народ вообще очень свободолюбив. Свободолюбив – это тоже признана наша национальная особенность. Но и вот я лично для себя в этой песне нахожу вот эти вот, как парит птица,
птица парит с мечтой о свободе. Вот, о свободе, о каких-то дальних странах. Ну, то есть вот тут нужно многое представлять, многое думать. Ну, вы знаете, я хотела бы сказать, что вообще в нашем народе, кроме природы, кроме того, что обожествляется природа, но много песен посвящено именно кукушке. Именно кукушке. Например, «Аватать кукук», «Кукует кукушечка» в обработке Тагаева, «В роще кукушечка», «Кукук» Лукина и Григория Хербю. И вот это вот, то есть, ну, наверное, вот само вот это вот, может быть, отсчитывание, как мы слушаем кукушку, сколько лет нам осталось. Такое тоже, ну, каждый представляет для себя. И вы знаете, что второе столетие уже каждый композитор, каждый музыкант находит в себе, каждый исполнитель находит в себе что-то такое, именно то, что затрагивает его душу, затрагивает его внутренний мир, затрагивает его эмоции и настроение. Я могу... И произведение написано в очень различных жанрах. Это и несложная гармонизация, и вариации, и поэмы. Таких композиторов, классиков, как русский композитор, советский композитор XX века, Виктор Белый, наши классики, композиторы Аристарх Орлов Шузин, Михаил Алексеев, Григорий Анчиков, Григорий Хербю, Александр Васильев. Это только я хочу сказать о композиторах-классиках. Но еще и в современное время написано и для эстрадного, для вокально-инструментального ансамбля, то, что у нас в Чувашии в советское время были очень хорошие вокально-инструментальные ансамбли, и Лем, Сеспель, и вот они тоже делали такие композиции для камерного оркестра. Для камерного оркестра, вот я знаю, обработал наш известный пианист Юрий Трепов, тоже было исполнено. Также и в народной музыке, и композиторы-любители, и очень известная красивая мелодия, красивая обработка Анатолия Петрова, которая сегодня прозвучит там с элементами джаза. То есть вот можно слушать, и каждый человек для себя находит в этой удивительной, феноменальной песне. И знаете, я хотела бы сказать, может быть, вы меня тоже поддержите, пожалуйста, то, что ну, эту песню объяснить невозможно. Почему она так привлекает всех композиторов? Уже вот сейчас и джазовая обработка, и эстрадный ансамбль, еще, и идет, и идет, и идет. Почему? Объяснить это невозможно. Просто она такая магическая. И, наверное, вот как и Кондратьев сказал, что это шедевр или квинтэссенция. Но вот она такая есть удивительная песня. А первый ее записал в 1926 году. Степан Максимов записал в деревне Старая Яха-Косы Вурнарского района у Дмитриева и опубликовал в сборнике «Песни верховых чуваш» в 1932 году. И также первый из композиторов, вот,
сделал обработку Степан Максимов. Степан Максимов, я хочу сказать, что это запись с пластинки, с ансамблем песни и танца, с этим хором. Но вы знаете, что она прозвучит акапелла. Вот он как раз ее интерпретировал в таком суровом драматическом характере. Также темп определил состенуто, сдержанно. Таким образом, художественный образ в этой песне Максимова раскрывает, как я считаю, это мое мнение, и мудрость народа, и переживания о нелегкой жизни, но при этом там звучат и оптимистические ноты. В интерпретации применяются октавные унисоны, подчеркивающие содержание фольклорного первоисточника. В целом же обработка выдержана в стиле строгой фактуры хорального типа. Известен такой факт. Ансамбль песни и танца под руководством Степана Максимова принимал участие в 1939 году в Москве в смотре 10 лучших чувашских коллективов.
В концертах в числе других прозвучала и песня «Вещь, вещь, ку-ку». По воспоминаниям дочери Степана Максимова Галины, которая работала концертмейстером, именно эта песня более всего понравилась руководителю нашей страны в то время Иосифу Сталину. То есть эта песня, она трогает. Я знаю, что она любимая песня и нашего космонавта была Андриана Николаева и Геннадия Волкова. Вещь, вещь, кукук, вещь, кукук, Форманы херне сидичень, Форманы херне сидсесень, Юман чине ларазага. Çöt-çöt-tovan, bir tufsaka için, bir tufsaka esasan, geregene larazaka. Весь шепчок, Форман херне сидичень, Форман херне сидсесень, Чороштарне ларазаган. Çöt-çöt-tovan, bir tufsaka için, bir tufsaka esasan. Çiçek sine vırtsaka. Я вам хочу предложить вот уже тоже инструментальное исполнение. Это ансамбль народных инструментов Республиканского училища культуры «Крещендо». Руководитель – заслуженный работник культуры Геннадий Рускин. А обработка заслуженного работника культуры России профессора Сергея Федотова.
Вот издана она вот в таком есть несколько сборников, но вот этот очень сборник издан в Москве, поет хор Чувашского радиотелевидения, всесоюзным издательством «Советский композитор». И тоже звучит акапелла, звучит довольно трагично, и также и классические гармонии, и завершенность, цельность, раскрывает художественный образ, но именно характерно для Орлова-Шузьма это своеобразная утонченность и красота гармонической партитуры, что ему свойственно. Тоже. И в конце он также включает в заключение элемент звукоподражания кукушки. Там партия сопрано, немного трагический, так что тоже прекрасная обработка, своеобразная, которая неоднократно издавалась. Далее бы я хотела сказать о варианте Хербю, который интерпретирует в таком уже в лирическом ключе, в светлом и радостном. И вот мы с Соней, когда репетировали, я лично услышала тут звуки, отзвуки в его партитуре, как Соня со мной согласилась, из оперы «Нарспи». Партия «Нарспи», и тоже вот это светлое, такое радостное и в то же время и трагическое исполнение. Там он пишет вообще в танцевальном ритме на 6/8, как бы в вальсе. Использует октавное удвоение, разложенные аккорды. То есть его, вот этот вариант можно представлять как романс. И вот этот вариант Хербю считается одним из лучших примеров авторского прочтения песни. Как отмечал Леонид Агаков в своей статье, Хербю смотрит на нее не только глазами гармонизатора, но старается увеличить звучность мелодии, чтобы они еще больше взволновали сердца слушателей. Исполнит лауреат всесоюзных и международных конкурсов Софья Токарева, студентка второго курса Института культуры и искусств. Ich
Далее я хотела бы сказать о композиторе классики чувашского народа Григории Анчикове. Его фактура, он очень профессионально, я сама была исполнителем его авторских концертов, когда он приезжал в Чебоксары. Сам он жил в Белоруссии, и у него очень творческая большая биография. Ну, он прошел и войну. И, кстати, когда он работал в Белорусской филармонии, был художественным руководителем и создателем белорусских песняров, которым мы тоже, гордость как бы Советского Союза, песняры. Но это одна из его сторон, а то, к сожалению, нет ноты, по-моему, только у Кондратьева. Я связывалась с Юрием Ивановичем Треповым, который исполнял, потому эти вариации, они очень сложные по фактуре, можно их представить как такое, сравните с аккордами изложения Рахманинова, Мусорского, «Богатырские ворота». То есть там настолько все это красиво, но, к сожалению, нету таких записей. Они были изданы в Минске в 1950 году. Он создал там 9 вариаций, они связаны жанрово-характерными образами. Основная тема звучит в стиле токкато или скерцо, то в характере широкой лирической песни, разукрашенной мелизмами, то с элементами драматизма или с эпическим оттенком. Лирические образы чередуются с мужественными, энергичными. Легкое, виртуозное, а порой изящное танцевальное движение уступает место полнозвучным аккордам, напоминающим колокольный звон. Эти вариации, конечно, надо бы их восстановить, надо исполнять, поскольку я очень дружила с Григорием Анчиковым, была исполнителем его концертов. Мне надо будет в будущем, может быть, как-то восстановить и напечатать, поскольку у меня есть еще его и очень красивые романсы. Также можно вспомнить таких еще раз композиторов, как Белый, Михаил Алексеев, Александр Васильев. Но есть и много современных уже джазовых и разных обработок. Я вот сейчас хочу... В прошлом году был фестиваль чувашской музыки в оперном театре. Вот сейчас прозвучит эта запись. Валерий Игнатьев, Хайлана Чеваш халах юрри, вещ кук-кук, юрлаганисем Чеваш республикин тавадивишле артизизем, Татьяна Прытченкова-ба, Маргарита Финагентова, саксофон шинче Владимир Петров вылять.
замечательное исполнение. Я слушала не один раз. Далее я хотела бы рассказать об этой песне в обработке, тоже классика у нас чувашской музыки, Анатолий Петров. Он обработал ее с такими с элементами джаза, с модуляциями, с интересными гармониями. И я считаю, что ее можно даже и как сольную песню исполнять. Но характер тут более такой нежный и лирический в этом исполнении. Исполнит ее студент 5-го курса Института культуры и искусств, лауреат международных конкурсов, солист Чувашской академической капеллы Дмитрий Тетель. Песня летит, как я сказала, вот у нее крылья, вот она кукушка, вот, и вот эта свобода, и вперед. И также она, я знаю, что во многих, она уже звучит во многих странах, во многих регионах, и также вот как понравилось и грузинскому ансамблю «Браво Метихи», и они очень красиво ее исполнили. Давайте послушаем фрагмент. Передаем привет прекрасному чувашскому народу от Грузии. Varma girne şidiçe
В окончании нашей лекции я бы хотела представить еще один вариант, написанный диджеем Келт Ривера в традициях электронной музыки. Ну, я думаю, тоже будет звучать интересно, своеобразно. Давайте послушаем. В заключение нашей лекции я хотела бы сказать, что эта музыка, еще раз хочу сказать, что магическая, божественная, неповторимая, необъяснимая, и она также будет, конечно, в будущем свой полет продолжать, а сочинения войдут в золотой фонд чувашской музыки. Спасибо за внимание.